Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Огромное вам спасибо, в вашем лице спасибо всем, кто занимается нашими детьми. За преданность делу и высокий профессионализм получили награды лучшие педагоги региона. В преддверии Дня учителя Сергей Миняйлов встретился с теми, кто взрастил целые поколения лучших специалистов республики. А тех, кто посвятил себя детям, смотрите в выпуске. Они тоже, как живые люди, они все чувствуют. Сегодня во всем мире День защиты животных. В Северной Осетии нашим маленьким и преданным друзьям уделяют большое внимание. Накануне школьники отправились во Владикавказский питомник, чтобы порадовать братьев наших меньших. Мы нашли материал, который, мне кажется, сегодня очень нужен. Уже в ноябре Осетинский театр представит премьеру спектакля «Овод». Накануне состоялась открытая репетиция. Кому из актеров предстоит перевоплотиться в образ главного героя и кого еще задействовали в постановке? Имущество нескольких теплоснабжающих организаций объединят в одну. План реализации обсудили на рабочей встрече глава региона Сергей Миняйло и заместитель генерального директора ООО «Газпром» Межрегионгаз по реализации и транспортировке газа Юрий Пахомовский. В диалоге принял участие руководитель североосетинского филиала Алан Кодзаев. В рамках встречи говорили о создании единого оператора теплоснабжения в республике. Объединят Владикавказские, Правобережные, Дегорские, Алагирские, Моздокские тепловые сети, ЖКХ Иравского района и Коммунресурсы. Но прежде правительству Северной Осетии предстоит утвердить график. По нему будут полностью закрывать просроченную задолженность за энергоресурс со стороны теплоснабжающих организаций. Кроме этого, обсудили и другие рабочие вопросы. А проект мастер-плана Владикавказа Сергей Миняйло обсудил с руководителем проектного отдела Дом.РФ Ксенией Голубевой и представителями научно-исследовательского центра «Карт-фонд» Александром Паниным и Ракимом Махмудовым. В мероприятии также приняли участие премьер Борис Джанаев и руководитель администрации столицы региона Вячеслав Мильзахов. Мастер-план Владикавказа – стратегический документ, который отражает общие направления развития города до 2033 года. Это подробный анализ и конкретные решения по развитию промышленного, логистического, социально-культурного и туристическо-креативного кластеров, сферы жилищного строительства и городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры. Как отметила Ксения Голубева, комплексная работа включает в себя анализ территории, формулировку проектных решений и обязательно сбор мнений и предложений жителей. Разработчики провели уже несколько мероприятий для горожан и бизнеса. Состоялись сессии, встречи разного формата, прошла презентация проекта в формате открытого микрофона, семинар с застройщиками. Сейчас проводят детализацию решений в мастер-плане с учетом собранной обратной связи и готовятся к завершению. Военнослужащий 58-й армии Андрей Сугаров удостоен медали во славу Осетии. Государственную награду ему вручил глава Сергей Миняйло за исполнение воинского долга в ходе спецоперации. Руководитель республики поздравил Андрея Сугарова, отметив мужество, ответственное отношение к делу и силу духа бойца, и пожелал счастья, здоровья и дальнейших успехов. В преддверии Дня учителя Сергей Миняйлов встретился с ветеранами педагогического труда, преподавателями и руководителями образовательных организаций республики. Глава Северной Осетии поздравил с наступающим профессиональным праздником и отметил высокую роль учителя в современных реалиях. Учитель в себе объединяет и педагогов, и наставников, и самых родных людей. Поэтому я вас от души хочу поздравить с праздником всех. Вот, нелегкая, неблагодарная работа, вот, но она очень нужная. Огромное вам спасибо, в вашем лице спасибо всем, кто занимается нашими детьми, учит их, воспитывает их, ругает их, и это нужно тоже. Потом это все уходит, и остается только самое доброе. Вот, и остается только самое доброе. Поэтому огромное вам спасибо и с праздником.
Сергей Миняйло вручил педагогам, отдавшим благородной профессии не один десяток лет, заслуженные награды. За вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения медали во славу Осетии удостоена директор 30-й школы Людмила Караева. Нагрудным знаком за верность профессии награждены директор Центра образования «Интеллект» Бела Галаова, учитель истории первой школы Беслана Надежда Гуриева и директор Эльхотовского многопрофильного колледжа Григорий Кайтуков. Еще 5 учителям присвоили звание почетных работников, и 2 человека получили почетные грамоты Минпросвещения России. Сегодня я получила от нашего главы нашей республики Сергея Ивановича нагрудный знак, который, наверное, самый близкий мне и дорогой. Это за верность профессии. Я благодарна судьбе, что работаю в образовании и получаю каждый день новые эмоции от детей, от учителей, с которыми работаю. Мы каждый день учимся, мы каждый день что-то делаем новое. Я думаю, что у нас все получится благодаря вот такому тесному сотрудничеству. Я хочу поблагодарить и поздравить все сообщество образования нашей республики с этим замечательным праздником. За преданность профессии, бесконечную мудрость и готовность открыть сердце каждому ребенку почетные грамоты вручили коллективам школ Владикавказа, лучшим учителям, которые десятки лет доказывают свой непоколебимый авторитет. С профессиональным праздником собравшихся поздравила Элла Алибекова. Министр профильного ведомства отметила, на опытных учителях сейчас особая миссия – поддержать молодых специалистов, научить их также воспитывать подрастающее поколение с верой в успешное будущее. А глава местной администрации Вячеслав Мильзахов призвал никогда не забывать родную школу, учителей, одноклассников, всех, благодаря кому удалось достичь профессиональных высот. Помню тот прекрасный буфет, который в нашей школе уже нету, помню вкус коржика, помню тот знаменитый беляш и, конечно же, то суррогатное кофе, которое нам наливали с этого знаменитого чайника. Прошло время и поменялось, конечно, образование в лучшую сторону. Ну, я бы то время, наверное, не знаю, не променял на сегодняшний день. Хочу сказать, что за те 2 года, которые мы работаем, наша администрация города делает все возможное, чтобы поднять уровень образования в городе Владикавказ. Благодаря вам нам удалось очень много сделать, но впереди еще огромные задачи. В преддверии Дня учителя с профессиональным праздником педагогов традиционно поздравили в региональном отделении партии «Единая Россия». Пригласили преподавателей городских школ. Работникам образования вручили благодарственные письма, отметили их значимость в становлении личности каждого гражданина, пожелали здоровья и удачи. На мероприятии также обсудили вопросы образования. Это одно из ключевых направлений народной программы политической партии. У исполкома регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» есть такая добрая традиция, когда накануне праздника они приглашают наиболее активных педагогических работников и чествуют в своих стенах. Это вот такая площадка, где люди чувствуют себя предельно доброжелательно, раскованно и могут высказывать как критические замечания, так, в принципе, высказывать и одобрение той образовательной политикой или государственной политикой, которая сейчас реализуется. Заур Кучиев покинул пост министра экономического развития Северной Осетии по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. В этой должности Заур Кучиев работал еще в 2005 году 5 лет, а в октябре 2021 года снова возглавил ведомство. Осенью в Северной Осетии ожидается увеличение потока туристов на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз составили по статистике с января по август. Около 70% номеров гостиниц на бархатный сезон уже забронированы. Этому способствуют и новые авианаправления, которые недавно запустили – Казань, Уфа, Пермь и Екатеринбург. Наиболее популярные места среди гостей республики – Феогдон, Цей, Горная Дегория. Особое внимание гастрономическим турам и культурной столицы нашего региона. Каждый сможет найти место по вкусу.
Для нас приятно, что регион привлекает жителей России, дружественных ей стран, то, что регион вызывает интерес к себе. Также мы знаем, что сейчас рейсы, которые были крупными туроператорами поставлены, они продолжают свою полетную программу. И в осенне-зимний период это уже говорит о том, что туристы летают. В Северной Осетии до конца года трудоустроят 30 человек с ОВЗ. Об этом сообщает Комитет по занятости населения. 45 человек уже трудоустроили в этом году. На стимулирование работодателей профильное ведомство направило больше 2 миллионов рублей. Специалисты проводят консультации и встречи и уже после заключают соглашение. У меня предложение к работодателям нашей республики принять во внимание те правила, которые мы утвердили 17 сентября, по которым вы можете принять инвалида на работу и при этом возместить те расходы, которые вы понесли в связи с обустройством его рабочего места. На одно такое рабочее место можно получить 72 тысячи рублей. И до конца этого года мы планируем таким образом профинансировать создание, оснащение около 30 рабочих мест. 91 год гражданская оборона стоит на защите благополучия государства, населения и объектов экономики. К значимой дате в субъектах страны сотрудники МЧС провели масштабные тренировки. В каждом регионе моделируется наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. В Северной Осетии на одном из предприятий прошли тактико-специальные учения. Отработали эвакуацию работников, защитные сооружения, практические действия пожарно-спасательных подразделений. Развернули посты радиационного, химического и биологического наблюдения. Человек, покоривший Арктику, бесстрашный герой и один из выдающихся капитанов Юрий Кучиев, кумир тысяч людей и личность, доказавшая своим примером, что только смелым покоряются моря. И сегодня его подвиги на атомном ледоколе «Арктика» вспоминает как старшее поколение, так и совсем юные ребята. В 27-й школе их даже называют «юные кучиевцы». Каждый год в день рождения героя социалистического труда они устраивают посвящение в моряки. Алена Агаева познакомилась с маленькими капитанами. Найти надводную базу, исследовать атомный ледокол. Ученики словно оказались на Северном полюсе. Им предстоит разгадать множество тайн и загадок в истории плавания Юрия Кучиева. Перед отправлением корабля исполняют свой гимн. Мы кучиевцы, ребята, мы прославимся когда-то. С такой гордостью и торжественностью кучиевцы, именно так называют учащихся этой школы, знают слова гимна наизусть. В путешествие по Арктике в этот раз отправились ученики 8 классов, исполнили песни, прочитали стихи, дань памяти Юрия Сергеевича Кучиева. Юрий Сергеевич Кучиев внес огромный вклад. И подобные мероприятия нужны, чтобы люди не забывали о своей истории, о том, кто чего важного сделал, и чтобы брали пример. Его история очень вдохновляет. То есть он в свое время успел повстречаться с Гагариным. И это два человека, которые внесли огромный вклад в нашу страну. Под его командованием надводный корабль первым достиг Северного полюса. История не только советского атомного ледокола «Арктика», но и великого человека, управлявшего им. Юрий Сергеевич Кучиев – легендарный капитан и герой социалистического труда, первый выпускник, золотой медалист 27-й школы. Здесь есть отдельный класс, который посвящен ему, с тематическими зонами и фотографиями. Сотрудники школы мечтают о создании музея. Регулярно проводятся мероприятия, посвященные Кучиеву, и они много делают для того, чтобы сделать музей Кучиева. Если у кого-то есть возможность помочь им сделать такой музей, какие-то, может быть, фотографии, воспоминания, то, пожалуйста, помогите им. Это было бы замечательно, если бы у нас в республике был такой музей. Каждый год в день рождения Юрия Кучиева ученики 2-х классов проходят посвящение. Им повязывают галстуки цвета морской волны, а сами ребята произносят клятву юного кучиевца. После лучшие ученики активно участвуют в школьных и спортивных мероприятиях. Они с гордостью носят высокое звание и растут патриотами своей страны. У нас проводятся классные часы, циклы бесед, разговоры о важном. Различные другие мероприятия, где мы рассказываем ребятам о Юрии Кучиеве. Это важно, потому что дети должны знать свою историю. Патриотизм – это не просто любовь к родине, но это еще привитие уважения к личностям, которые являются нашими земляками, которые являются примером для детей.
Благодаря проекту «Славная история. Северный полюс. Арктика. Легенды капитанских мостиков» ребята погрузились в совершенно другой мир. Мир приключений, авантюризма. Им рассказали все об атомном ледокольном флоте и Юрии Кучиеве. Подобные мероприятия проводят регулярно. Дети должны знать и помнить великих людей, их подвиги, открытия, а значит и свою историю. Алена Гаева, Алан Суанов. Новости Осетии. Сегодня День защиты животных. По всему миру, в том числе и в Северной Осетии, на деле показывают, что значит быть в ответе за тех, кого приручили. Владикавказский питомник посетили ученики 27-й школы. Приехали, конечно, не с пустыми руками. Передали 100 килограммов корма для собак и еще 30 для кошек. Столько ребята собрали всего за 4 дня. Помочь животным предложили сами дети, активные волонтеры. Несмотря на юный возраст, каждый из них понимает, как важно такое внимание. Школьники не только накормили собак, но и поиграли с ними. Это первая акция школы в приюте, но, как обещают учителя, они еще вернутся. С любимыми лакомствами подопечных. Так можно всесторонне развивать малышей, ну и, конечно, поддержать хвостатых друзей, которые в этом очень нуждаются. Сейчас под опекой находятся 220 собак. При этом рассчитан Влад-питомник на 110 мест. Я принесла 3 килограмма корма, потому что они тоже, как живые люди, они все чувствуют, ласку, боль. Вот здесь есть собака, у которой нету лапки, она тоже вот чувствует все как человек. Их надо тоже заботиться о них. Мы, естественно, рады любой помощи, которую нам предоставят. Корма, мы нуждаемся в кормах, естественно, потому что все хотят кушать. Поэтому любые корма, любое, что нам приходит, мы бываем очень и очень рады этой помощи. Мы нуждаемся также в постелочном материале, в одеялах, простынях. Мы не отказываемся от этого, потому что щенятам маленьким это нужно обязательно. Осетинский театр в ноябре представит премьеру «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич. Накануне состоялась открытая репетиция. На постановку спектакля пригласили Эльдара Трамова, режиссера концерта открытия «Вахтангов. Путь домой». Роман «Овод» рассказывает о борьбе и страданиях молодого человека. Артур Бёртон, потеряв любимую, товарищей и узнав об обмане близкого человека, исчезает и возвращается через 13 лет. Но теперь это политический сатирик под псевдонимом «Овод». Роль главного героя исполнит Гиви Валиев. В спектакле также заняты Алан Албегов, Казбек Сугаев, Фатима Хасонова, Ацамаз Кочиев. В постановке участвуют и студенты спецкурса СУГУ для осетинского театра. Роман на осетинский язык перевел Тотрат Скокаев. Гиви предложил мне что-нибудь подумать о какой-то возможной постановке и так далее. Я стал размышлять, думать. Времени немного у меня свободного. И все-таки мы нашли материал, который, мне кажется, сегодня очень нужен. А что нужно человеку? Вот о чем человеку нужно напоминать? Не рассказывать, не учить человека. Учит церковь, учит Евангелие. А о чем напоминать? О том, что надо любить друг друга. О том, что есть понятие любви, есть понятие долга, есть понятие чести. И все исчезнет. Все. Но не любовь. И это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.